В Сыктывкаре выберут лучших кинологов в Гуфсинкоме. В столицу приехали 34 инструктора со всей республики. Им предстоит показать мастерство в обыске, задержании, лобовой атаке и конвоировании. Из СИЗО №1 Евгений Ракин. Общий курс дрессировки. Здесь, безусловно, важна дисциплина. Среди наркоразыскных собак лидируют гости из Печоры и Воркуты. Кстати, четвероногая сотрудница ФСИН из Заполярья, английский спаниель по кличке Дейзи, в прошлом году взяла первое место. Она очень активная. То есть дома держать такую собачку, конечно, очень много гулять надо, играть. Очень много времени нужно, ухода. Ежедневные тренировки, правильное питание, особый распорядок дня. Служебная собака – дорогое удовольствие. И берут на работу далеко не всех. А таких, как немецкая овчарка по кличке Никанор. Чтобы она была добродушна к людям, чтобы была довольно-таки подвижная, чтобы заинтересованность у нее была именно в поиске. И соответственно, требования к собаке совсем другое. Чтобы она спокойно отработала, чтобы не реагировала на какие-то сторонние звуки, появление животных, людей и так далее. Никанор не раз выезжал в командировки на Северный Кавказ. По мнению экспертов, кинологическая служба в регионе за последние годы значительно окрепла. Это видно и потому, как выступают наши инструкторы на северо-западе. Команда Коми в тройке лучших. Самое главное, что две собаки взяли, одно первое место это за общий курс дрессировки, это в общем по северу-западу, а вторая собака первое место заняла по специальному курсу дрессировки. Это очень, между прочим, такой достойный результат. Сегодняшние испытания только начало масштабных соревнований. Завтра участникам предстоит работать в полевых условиях. Задача собак – найти наркотические и взрывчатые вещества. Всего же соревнования продлятся 4 дня. Имена победителей станут известны в пятницу. Евгений Ракин, Кирилл Шучалин, телеканал Юрган, Сыктывкар.